Всем здравствуйте, всем привет. Все слышно, все видно, да? Ну, тогда начнем. Мне организаторы сказали, что все слышно, все видно. Я очень рад всех вас видеть в это трудное время, но я решил выйти на вебинар прямо из кухни своей квартиры. Поэтому, если что-то не так, то мы будем все это обсудить. Вот для начала я хочу сегодня рассказать вам и то, что было у нас заявлено, иди без химии. Что это такое, и что собой это представляет, и как можно это все приготовить, и как это можно использовать для себя, для бизнеса или вообще для повседневной жизни. С чего я начну? Я начну с того, что у нас по обычаю всегда гостей встречаем, или когда мы идем куда-то, мы готовим всегда оладьи, вкусные оладьи. Вот я сегодня приготовил оладьи, но оладьи не простые, а оладьи, которые приготовлены на основе изучения его свойств и добавлением полезных ингредиентов. Вот я приготовил оладьи, и если вам всем видно, тут 6 штук. Все спрашивают, почему 6 штук, почему не 3 штуки, почему не 9 штук, а тут 6 штук. Сейчас это идея для бизнеса, это может быть идея для подарков, это может быть идея для того, чтобы собираться и повысить культуру питания каждого народа. Вот, например, я сделал 6 оладий, потому что это все предназначено для семьи. Вот основа семьи, мы предки всегда говорим, это дедушка и бабушка, да? А дальше идет прабабушка, прадедушка, прапрабабушка, прапрадедушка. Поэтому отсюда начинается, и род тоже продолжается, потом мать и отец, потом ребенок, а потом идет внук, а потом дальше идет правнук, праправнук и дальше идет. Поэтому это выходит 6 штук, да? Это я вот сам изучил и сам вот такую придумал. А для чего это все надо? Это все для того, чтобы наши дети, они предпочли свою кухню, они знали, что такое натуральная пища, и они знали, что такое вообще органическая пища, своя пища, пища, которая выращена без участия человека и без применения никакой химии. Вот начну с первой оладьи. Первая оладья у меня, она сделана добавкой из трав, из травы. Это благословенные оладьи. Я ее приготовил для бабушки. Да? Туда я добавил траву, которую мы используем, когда делаем благословение. Это трава, богородская трава. Его иногда называют, называется как чабрец, поэтому и тимьян. Это богородская трава, вот эту траву я добавил. Это для благословения. А второе оладьи я добавил полынь чернобыльник. Полынь чернобыльник – это чудесная трава, которая дает энергию, когда ее дают, используют, когда человек сильно болен, человек относительно истощен. После того, как он принял какой-нибудь кисломолочный продукт добавления полыни, у него преобладаются силы. И это оладьи я называл оладьи дедушки. Да? Хозяйка – это мать, которая хранительница очага,
Мать должна готовить всем вкусно и полезно. Поэтому я здесь добавил икру. Потому что в северных народах рыба – это основной продукт. Я здесь добавил икру. А для отца отец – это добытчик, отец – это который содержит семью. Для него мы должны готовить такую вкусную, полезную, например, оладьи, которая должна дать энергию, и она должна дать силу. Ну, не только духа, но и силу тела. Поэтому я приготовил оладьи, которые добавил мясной фарш. Можно добавить мелко вырубленное мясо, и вот это я добавил. А для ребенка, ребенок для нас, мальчик или девочка, без разницы, это для нас ребенок. Да? Для ребенка мы всегда делаем вкусное и сладкое. Тут я сделал оладьи, тут даже видны, да, с ягодами. Я добавил тут бруснику. А вот есть поговорка, что может быть слаще ребенка. Ну, вы, наверное, уже знаете, слаще ребенка может быть ребенок, то есть до ребенка. Поэтому самое сладкое – это для внуков. Да? Поэтому я здесь добавил клубнику. Тут можно добавить землянику или можно добавить какую-нибудь сладкую ягоду. Поэтому таким образом я добавил, сделал там сегодня оладьи. Но можно делать и также якутские лепешки, можно делать и печенюшки. Поэтому вот это процесс. Я то, что сегодня буду рассказать и показать, это не для того, чтобы все делать, как я делаю, да? Это для того, чтобы я все даю для размышлений. Когда вы будете готовить что-то, вы будете, да, оказывается, надо было вот так делать и надо так делать. Поэтому все надо использовать с умом, и все надо использовать для того, чтобы было полезно. Поэтому вот оладьи, которые можно приготовить, я сегодня вам показал и рассказал. Поэтому оладьи – это у нас самое вкусное, полезное. И мы всегда ее готовим, когда идем куда-то, или мы ее используем для благословения. У нас есть из кисломолочных напиток из кобыльего молока, она называется кумыс. Да? Кумыс, который готовится только из кобыльего молока и закваски. Больше ничего не добавляется. Ни сахара, ни воды, никаких обезжиренных другого сырья от молоко коровье, она не должна использоваться. Если вы используете какое-нибудь что-нибудь, вот что-нибудь добавите, она будет называться как кумысный продукт. Поэтому обратите внимание, кобылье молоко – это есть кумыс. Он мне предоставил кобылье молоко из Актёнца, Прокопьевич, да? Написано только кобылье молоко и закваска. А то, что продается под именем кумыс, это обезжиренное молоко из пахты, и с добавлением сахара и всяких разных добавок. Это есть кумысный продукт, может быть, если использована кумысная закваска. Но если она вообще не касается кобыльего молока, то она вообще считается как просто кисломолочный напиток. У нас называется вырта, да? Поэтому кобылье молоко – это от чего я так объясняю? Это из-за того, что кобылье молоко, она близка по химическому составу женскому молоку, да? Поэтому она содержит меньше жира, не более 1 белка до 3, и она содержит лактозу. Она сама в себе содержит сахар и содержит очень много витамина С. Поэтому правильно сделанный кумыс, она помогает при болезнях дыхательной системы.
Поэтому мы должны знать, что дрожжи, которые находятся в закваске, они не отнюдь не хлебопекарские, не быстрые. Это природные дрожжи. Они будут бороться с микроорганизмами, которые поражают этот орган, да, или вызывают какое-то воспаление. А витамин С, она дает энергию, иммунитет и очень много полезных веществ. Поэтому вот правильно сделанный кумыс, она является источником здоровья. Почему я говорю, в наше время, сейчас время, когда очень много говорят про воспаление легких, поэтому кумыс, она сейчас будет играть очень большое значение. А почему сегодня я выбрал свою тему «Якутская кухня, едим без химии»? Да? И что можно использовать? Ну, в первую очередь я сейчас покажу, что основной источник, который мы пользуемся ежедневно, некоторые в каждом своем приеме пищи, это соль. Соль бывает разная, соль бывает пищевая, мелкая, такая, есть морская соль, она более полезная, есть розовая соль, когда долго лежит, морская соль на солнце, есть черная соль, которую специально делают или специально где-то вырабатывают, есть йодированная соль, да, они более-менее полезны. Но тем не менее, Всемирная организация здравоохранения вот, дает нам норму, что мы должны 5 грамм соли использовать норма в сутки. Да? И сколько это? Вот, например, я держу чайную ложку. Вот чайная ложка сверху, это будет 9 грамм. Если без верха, чуть с горочкой, это будет 7 грамм. Тогда 5 грамм – это вообще не наполненная чайная ложка. Но мы все знаем, что в хлебе, во всех кондитерских изделиях, даже вот когда мы едим фрукты, овощи, там содержится до 1 грамма соли. Когда мы едим другие продукты, там тоже содержится соль, да? Ну, натрий содержится, да, где-то. Поэтому, когда все это уберем для того, чтобы у нас приготовить, останется меньше 1 грамма соли. Поэтому сейчас нам нужно, чтобы меньше использовать соль. Чем можно ее заменить? Ну, можно ее заменить привозными продуктами, например, имбирь, лимон, лук репчатый, чеснок. Но вы знаете, что их все время использовать тоже чревато, потому что когда вы будете все время использовать лимон, она будет действовать на зубы, она будет вызывать изжогу. Если вы будете все время использовать имбирь, она очень кислая, она среду у вас применяет. А если использовать все время чеснок, вы знаете, после того, как вы применяли чеснок, что с собой это ведет. Да? Поэтому я сегодня постараюсь рассказать, чем можно у нас в наших условиях использовать за место соли. Да? Ну, не только за место соли, но за место приправ. Ну, я собрал в своем столе то, что я сейчас нашел, потому что сейчас самоизоляция, поэтому никуда так не сходишь. Поэтому то, что у меня есть, я то, что все собирал. Поэтому я сейчас расскажу и покажу, какие продукты у нас есть и как их можно использовать. Но в первую очередь я хочу вам показать нашу якутскую червятину. Да? Это истинный деликатес. Лошади якутские содержатся круглогодично на подножном корму. Их не содержат конюшни. Они все время даже 50-60 градусном морозе
они находятся круглогодично. Да, поэтому вот и мясо у этих животных, она уникальна. Чем она уникальна и чем она полезна? Да? Вот мы всегда говорим, когда я все время спрашиваю студентов, коллег или у кого-то, когда читаю лекцию, чем полезна наша жеребятина, ну мы условно говорим жеребятина, да, или мясо до 3 лет. Конину мы говорим жеребятина, потому что она самая мелкая и нежная, да. Есть и конина. Ну, про разницу тоже я скажу. Сейчас я держу в руках вот жеребятину. Вот жеребятина самая полезная, самая вкусная часть – это реберная часть, да? И грудинная часть самая. А то, что другие отрасли, они тоже полезные, но тем не менее при изучении биохимического состава мы уже видим, да, где-то что-то больше, где-то что-то меньше. Поэтому вот грудинка и реберная часть, ну, в последующем, если так ее нацелить технологической части, то она идет для детского питания. Ну вот конина, она богата железом. И вот видите, конина, чем старше животное, тем мясо становится темнее. Да? Чем моложе животное, тем она светлее. Вот жеребятина, ребра. И то, что мы сейчас говорим, что якутские жеребятины до 3 лет содержится в жире очень много полезных полинасыщенных жирных кислот. Есть насыщенные жирные кислоты, есть и полинасыщенные жирные кислоты. Ну, если я скажу омега-6 и омега-3, витамин К с собой это представляет, и у других животных, других видов животных ее в меньшем количестве содержится, ее очень много в морских рыбах, ее содержится тоже в северных рыбах, тоже ее много. Да? Но вот уникальность только у якутской лошади, ее содержание больше. Но где оно больше содержится? Больше содержится в внутреннем жире. Когда я спрашиваю, что такое внутренний жир, все говорят, что это жало. Нет, на самом деле жало – это другой жир. Да? Внутренний жир – это жир, который покрывает внутренние органы. Вот я вам показываю. Да? Ну, мы ее говорим эссенция. Вот она с собой представляет вот этот источник витамина, источник полинасыщенных жирных кислот. Вот это линоленовый, альфа-линолевый кислот. Но мы должны знать не важно содержание, а важно соотношение этих полинасыщенных жирных кислот. Вот этот жир, она очень полезна, надо ее использовать, не только делать, да, мы когда делаем чупа-чуп такие, что на печень какой-то сворачиваем, да, делаем, а на самом деле ее нужно использовать, когда мы готовим блюдо. Я сейчас покажу, как я приготовил жеребятину сегодня для вас специально, да. Вот жеребятина, я взял жеребятину, а вот сейчас я буду готовить у вас сегодня оленину, утку, караси, но все равно мы должны знать и запомнить, да. Я никогда не говорю, на сколько градусов ставить, на сколько время это держать. Это все зависит от хозяйки или хозяина, или у того, кто готовит эти блюда. Да? Поэтому я про это никогда не говорю. Бывает, что я час держу, а мне кажется, она сырая. Иногда я час держу, а оказалось, что я не держал. Поэтому, когда мясо молодое, нежное, надо запомнить. Если ее долго передержать, долго варить, она становится жестче. Вот жеребятине, тогда мы сейчас усвоим, что пойдет для жеребятины. Для жеребятины пойдут
дикорастущие ягоды. Ну, в данном случае я беру бруснику. Тут надо, если использовать ее за место соли, да, нам важно, чтобы была она кислинка. Поэтому я беру, ну, самое хорошее, это красная смородина и клюква, да. И очень хороший кислинку дают голубика и охта. Про них еще я расскажу. Сейчас я использую за место соли бруснику обыкновенную. Брусника богата бензойной кислотой. Она богата бензойной кислотой, поэтому ее мы храним очень просто, да, в темном прохладном месте, и она простоит до зимы. Поэтому, а другие ягоды, если мы пришли, собрали, забыли, она испортится, да? Поэтому вот бруснику я беру. А сколько надо брать? Вот, например, везде в рецептах пишут, да? Это у меня глаза режет, и всегда уши режет, когда повара или какие-то кулинары рассказывают, что надо брать чайную ложку соли. Во всех рецептах, хоть это кондитерка, хоть это тесто, или хоть это мясо, это сухой, все время пишут. Или столовую ложку, или чайную ложку. Вот это же много. Но если вы привыкли ложить, например, чайную ложку, тогда надо взять в 2 раза больше. Да? 2 чайные ложки мы должны взять не саму ягоду, а соки этих ягод. Да? Вот, например, вот таким образом мы должны вот взять сок. Да? Вот мы таким образом. А жмых, который мы берем, ее нужно собрать отдельно, да? И ее можно отдельно положить рядышком, а не ложить ее в мясо, потому что если мясо надо приготовиться, и если жмых будет, она будет смотреться некрасиво. Поэтому вот я вот таким образом, например, солю эту жеребятину, да, вот таким образом. Вот я посолил. Если я хочу положить сюда ягоды, я должен делать здесь надрезы. Вот, например, я очень люблю ложить сюда шиповник, потому что она очень богата витамином С, поэтому она и витамина А, каротина, но мы еще знаем, что листья содержатся больше. Да? Это из ягод самое большое количество витамина С находится в шиповнике. Вот я взял шиповник и ее вот таким образом положил. Вот я положил вот таким образом, да, надрезы. И вот таким образом ее поставить, да, перед тем, как поставить в духовку. А чем же ее нужно у нас за место приправы? Мне еще нужно здесь поставить ее, чтобы был хороший запах. Я беру в основном вот чабрец, богородскую траву. Она очень дает очень такой аромат, который вот, дает как пряный аромат. Да? Вот я ее вот таким образом делаю, да? Приправил. Видите, я ее приправил. Я могу еще сюда добавить. Вот у меня листья черной смородины и красной смородины. Но обратите внимание, мы берем те ягоды, те травы, которые близки место содержания лошади. Мы не возьмем тут ягель или какой-то северные ягоды, они не пойдут. Поэтому то, что там близко,
Мы берем и заправляем. Вот таким образом я приготовил. Можно еще для аромата добавить листья брусники. Вот она будет, она почти вот таким образом я приготовил ее, да, я приготовил, и ее сейчас можно отправить в духовку, да. Духовку это, ну, в основном 180-200 градусов духовку. И вот есть современные какие-то мультиварки можно, грили можно, ну, где угодно. Но ее нужно поставить все равно в духовку, поэтому вот таким образом я ее приготовлю. Ну, еще у меня есть один, который я люблю. Вот у нас есть шишки, вот сосновые шишки, да? Вот сосновые шишки, когда они вот старые шишки, да, но тем не менее, их когда поставишь в духовку, они раскроются, да? Вот я ее вот таким образом ставлю, и сюда я кладу, например, вот у меня есть соус из красной смородины, да? Вот соус я сделал из красной смородины. Здесь можно добавить душистые травы, да? Вот этот соус я вот таким образом добавляю на эти шишки, да? И вот эти шишки я ставлю вот эти. Ну, можно как бы кусочку, одну шишечку, да? Вот тогда она даст аромат. Вот когда мы готовим новогодние блюда, мы сюда можем, когда перед тем ее, когда она уже готова, мы отключили духовку, мы можем туда поставить еловую веточку. Да? Еловую веточку, свежую, кто ставит натуральную елку, можете еловую веточку. Потом, когда через 3 минуты вы откроете духовку, там аромат свежей веточки будет по всему дому. Вот таким образом мы уже это готовили. Можно сказать, что положить его в духовку. А следующее мясо, у нас мясо это оленины. Оленина мясо диетическое, потому что она выводится из организма полностью через 7-8 часов. Тогда как говядина, она выводится уже больше 20 часов. И жеребятина, она тоже выводится 12-15 часов. Вот, поэтому оленина считается диетическим продуктом. А в чем отличие, в чем полезность этой оленины? Оленина, ну, мясо оленя бывает, вот видите, она темного цвета, да, поэтому вот она вот в общественном питании мы говорим, что она не идет для бульона, потому что бульон получится темного цвета. Но тем не менее бульон у нее очень вкусный, наваристый. Северные народы все очень любят этот бульон. К нему нужно привыкать, да? Поэтому это мясо, чудесное мясо, и белковый состав совсем другой, да? И протеиновый состав, поэтому когда-то было, что спортсмены просили делать из них какие-то протеиновые напитки, да? Вот и различие вот оленины в том, что жир оленины находится только в спинной части. Да? У нее жирок как сало. Она не по всему телу, да? Когда она очень жирная, да, когда она по всему телу может быть на задней части, но жир у нее содержится как сало один. Да? Поэтому это мясо, она считается диетическим. Как я ее готовлю сейчас, да? Вот мясо мы взяли, я говорил, что
Это северное мясо, тут нужны северные ягоды. Тут нужно использовать или голубику, или опту, или красивая ягода, вкусная, полезная, содержит очень много витамина А, это мороженое, да? Ее можно использовать. Как ее использовать? Вот я вам говорил, что если я возьму голубику, ее сделаю, как я сделал с брусникой, тогда я испорчу внешний вид этого мяса. Тут будет какие-то фиолетовые, какие-то синеватые, да, места, где я положу ягоды, она будет вот такого некрасивого цвета. Поэтому я вот, например, взял голубику, в данном случае голубика шотландская, я ее взял, ее я измельчил блендером, да? Таким образом у меня получился вот такое красивое, вот измельченная ягода. Вот ею я буду и солить нашу оленину. Вот сейчас увидите, как ее сделать. Да? Вот я, например, ее вот таким образом делаю. Вот брусника, тогда она получится очень красивым оттенком, да? Это цвет будет однородным, и она будет очень вкусной. Вы заметили, да, что я нигде не добавлю ни соли, ни перца, да? Вот, а какие травы здесь можно использовать? Ну, здесь уже мы можем использовать то, что использует корм для оленей, это вот, видите, это ягель. Вот этот ягель я и использую ее для того, чтобы ее приправить. Еще, а какие можно еще использовать? Для того, чтобы был аромат и полезность, я использую обычно можжевельник. Да? Можжевельник – это чудесное, полезное растение, да, кстати. Вот можжевельник. Я тут еще добавлю, да, немножко вот ягод можжевельник. Ну как ее добавить? Я вам показал. Да? Вот я делал надрезы. Ну, тут надо помнить, что если можжевельник, ягод, это много не надо ложить. Но если положили много, есть надо ее, ну, одну-две штуки. Да, остальные пойдут для аромата и для питательности. Вот таким образом я приготовил оленину для того, чтобы ее потушить. Да? Вот таким образом. Вот мы добавили все. Тут можно добавить еще зеленый лук, который мы уже растем и произрастаем. Да? Ну, мы сейчас перейдем к утке. Утка, вот дикая утка, сейчас сезон охоты закончился, но у кого-то уже есть утка. Вот чирок. У меня то, что у меня есть, это чирок. Как ее готовить? Да? Вот чирок. Я специально взял чирок маленький, маленькую уточку, да. А большие утки, они жирные, хорошие, и из них можно готовить наваристый, вкусный суп. И зачем их мариновать и потушить? А вот маленькие можно с ними сделать. Ну, таким образом можно приготовить и дичь, можно и приготовить перепелку, можно приготовить даже курицу. Да? Что я беру? Я беру для него, ну, обычно пишут, да, делают на белом вине, красном вине, что-то там делают. Вот я взял красную смородину, сок красной смородины, и туда добавил багульник, и туда добавил я богородскую траву, туда добавил я мелко измельченную
полы. И сюда я добавил, вот видите, да, листья, листья сечевисника, да. Вот я ее добавил и добавил сюда немножко листья красной смородины. Вот этим соусом я сейчас ее полью. Надо взять, ну, я взял вот такие тарелки, чтобы вам показать, да? А тут надо взять глубокую тарелку, да? Вот таким образом я ее мариную, да? Мариную. И даже вот видите, у нее даже голова, все целиком я ее мариную. Ее нужно мариновать час, можно и побольше, но не больше 3 часов. Ну, когда, вот для того, чтобы мариновать мясо, любое мясо, можно использовать еще варенье, которое окислилось, да, когда прошло брожение. Бывает же такое, особенно в весеннее время, что она даже запалась из бутылки или из какой-то емкости, поэтому ее можно использовать, чтобы мариновать для шашлыка. Тогда получится шашлык с карамельным таким соусом. Вот таким образом я приготовила утку, да. Вот в этой утке можно добавить еще внутри, сюда можно положить и шиповник, да, и тут ее можно положить и другие травы. Вот таким образом я приготовил вот утку, да. А следующий у нас, ну, всеми любимый, у нас очень любимое такое, самое хорошая рыба, да, у нас северная рыба вся вкусная, белая, она идет на строганину, она идет для того, чтобы приготовить какие-то фирменные блюда, да. А вот у нас есть карась, она так и называется, карасельский кусок. Она, вот этот карась, вот мне дали из рыбы кабея. Они вот до этой самоизоляции мы должны были в телевизоре показывать под этот мастер-класс, но потом закрылось, и вот это все я положила, и вот это все у меня сохранилось, это кабейская рыба. Вот я специально ее вытащил пузырь, да, вот ее можно отдельно пожарить в сливочном масле. Получается очень вкусно. Вот у меня вот лежит, видите, это желчь. Это желчь, и она используется для того, чтобы когда заболеет горло или какие-то простудные или что-то заболевание ротовой полости, тут ее полоскают. Да, вот один вот желтый пузырь, и она идет на стакан теплой воды, да? Поэтому таким образом ее тоже используют, да? Вот я сейчас уберу этот желчь, да? И приготовлю. Вот. Ну, на самом деле рыба-карась, она очень полезная, она очень костистая, поэтому здесь очень много кальция и много фосфора. Когда мы делали химический анализ по всем частям, да, береговой части, много содержится вот фосфора. И что самое главное, когда мы ее подчиняем место, это поджарено. Да? Тут и гиль бывает. Мы себя вот с малых лет убираем. Да? Из нее можно, если в духовке делаете, да, рыбу, ее можно рядышком положить, и из нее получится очень хрустящие чипсы.
можете попробовать, да? Вот, а если мы не уберем жабры, да, а если не уберем, ну, я покажу, как ее дальше использовать. Вот я взяла его, а чем я его буду? Я буду все равно ее посолить. Посолить ее можно красной смородиной, можно посолить и брусникой. Вот я, например, брусникой его сейчас посолю. Вот видите, какая она красивая стала, да? И для того, чтобы мы всегда любим делать фаршированные рыбы, да? Фаршированные рыбы мы кладем туда рис, приправы и говорим, что это фаршированные рыбы. А что делать? А можно делать, если у вас осенью своя дача, уже свежий лучок, свежий укропчик и свежая морковка, которая в грядках, да? Можно взять морковку побольше, его надо тереть, ее можно положить, просто сюда положить, и ложкой можно ее, вот то, что мы добавили, мы можем ее просто побольше положить морковки. А что я сейчас положу? Это будет очень вкусно, ароматно, и это будет очень полезно. Я вместо риса сюда положу шиповник. Да? Вот шиповник я туда вложу. Тут если даже есть и корочка, даже есть и внутренности, ну, я его вот собираю, да, вот ее собираю, и вот таким образом ее размешиваю. Видите, да, что я вот таким образом ее размешиваю. Она получилась очень красиво, да, приятно. Сюда можно положить и листья брусники. Здесь можно положить листья шиповника. И здесь можно положить ароматную траву, полынь, чернобыль. Да? Это будет очень хорошо. Вот таким образом мы ее начинили. И она получилась полезная, фаршированная рыба. Вот ее вот таким образом мы приготовили, и все ее положили. Сюда можно положить рядышком какую-нибудь ароматную траву. Мы должны знать, что где вот это озеро расположено, какая там растительность, вот это мы должны и использовать. Поэтому вот карасин, вот это все у нас готово для того, чтобы его жарить. Вот сейчас я вам еще покажу. Сейчас вот мы еще раз посмотрим. Вот мы приготовили железятину, да? Вот мы приготовили оленину, видно, наверное, все. И мы приготовили, замариновали маленький чирок, да? И мы еще сделали вкусно, полезно, витаминизированно фаршированную карась. Вот таким образом я вот сегодня, начиная с оладьи, вам показал и рассказал, как можно полезно все это использовать. Да? Сейчас я сейчас немножко сюда подойду и покажу, что из этого вышло. Вот внимательно все послушайте, да, и все дома сидите, наверное, и смотрите. Сейчас я вам покажу вкуснятину, которая получилась у нас, когда это самое главное, вкусно и полезно. Но и
Обратите внимание, я не использовал ничего. Вот, без химии, без соли, без никаких перцев, без никакого репчатого лука. Я все это приготовлю. Сейчас я вам подойду немножко, потому что тут далековато. Вот я подошел, хотя меня пол лица видно, зато будет видно блюдо. Мы сначала приготовили, я сначала вам показал, вот как я приготовил, вот жеребятину, да? Вот видно, да? Вот все видно. И что из этого получилось у меня? Весеннее, летнее, вот таким образом. Вот. Вот жеребятинка у меня. Вот видите, я поставил шишки, они стали вот такими. Вот это соус из красной смородины. И вот такое блюдо у нас получилось. Ну, если вам понравилось, то просто у себя похлопайте. Да? А следующее блюдо мы приготовили с вами, и я рассказал вам про оленину, про северную оленину, которую я очень люблю, да, благодаря ленёкским моим родственникам и друзьям. Вот она очень вкусная. И что из нее получилось? Вот из нее получилось вот такое чудесное блюдо. Вот видите, вот это я положил шиповник, а вот здесь я положил, если вам видно, вот я положил морожка, а соус голубичный. И вот они видны, ягода, которую я использовал. Вот видите, она была в соусе, и вот таким образом она приготовила. Так, следующее мы сделали утку. Уточка у меня в специальной посуде, вот такая. И вот эта уточка, вот я ее приготовила. Видите? Вот она. Я специально положил на бересту. Вот она таким образом у меня вот эти уточки маринованные уточки, они очень нежные, вот видите, очень нежные, вкусные, они получились вот таким образом. А что получилось, когда мы сделали, вот и приготовили мы вот рыбу, карась, вот она такая. Вот мы ее посолили брусниной, красной смородиной и положили сюда и фаршировали его витаминами. Да? И что из нее получилось? Вот из нее получилась вот такая чудесное блюдо. Вот видите? Надеюсь, это все вам видно. И вот такое блюдо у нас получилось. Поэтому вот таким образом сегодня я вам приготовил, показал, рассказал, что с собой оставляет сейчас современность якутской кухни. Вот сейчас, наверное, все были дома, сидели, когда вот эта самоизоляция началась, все люди начали мне звонить, дайте нам рецепты, но все начали готовить вместе с Ютубом, они все, у всех торты, у всех какие-то восточные блюда, у всех суши, у всех паназиатская кухня, а потом, что все стихли, потом все, наверное, перешли на супы, на натуральные продукты. Когда мы напечатали статью про полезность якутских продуктов, они начали все писать, откуда все это надо взять. Оказывается, все это очень полезно и
вкус. А раньше, когда мы показывали, что это вот черебенок я показывала, они говорили, ой, она очень жирная, видите. А на самом деле сейчас она жирком, с натуральными травами, заправленная ягодой, в соусе. Она еще пропитана шишкой со стогом. Это же действительно полезно. Это для чего все это делается? Когда вы будете готовить вот все это, да? Когда я вот готовлю лепешки, я была у многих школ, когда я готовлю лепешку, я показываю детям, как делать правильные булки. Вот, например, делаю лепешку с фаршем и корочкой, да, северной рыбы, не с красной, не с черной рыбы, которая очень дорогая, да, а обычной корочкой, также из-под карася. И делаем мы лепешки якутские, и мы сюда уже ложим, да, вместо соуса, там можно делать клубничный соус немножко, можно капельку бруснички, можно капельки морожка там положить, а потом сверху уже зелень. Дети сейчас выращивают микрозелень кладут, а потом можно класть и сливки якутские, да, немножко. Туда можно и взбитые сливки с ягодами туда положить. Тогда никакого майонеза не нужно. Но зато дети наши привыкнут к нормальной пище. Поэтому таким образом. А сейчас очень многие родители говорят, очень многие говорят, ой, наши дети мясо не едят, рыбу не едят, они вообще ничего не хотят. Если вы приготовите на праздники или на какие-то выходные вот таким образом, им же понравится. Детям сейчас нравится не сладкое, не приторно-сладкое, а кислинка. Важно не то, чтобы было сладко, а главное, чтобы было хорошее вот послевкусие. Поэтому мы должны запомнить. Вот сейчас я вам рассказал и показал, какие травы, что можно использовать, и как ее украсить, как ее можно подавать. Да? Вот сейчас вы, когда увидели мой вебинар, вы можете себе все это, кто записал, кто послушал, может потом кто-нибудь где-нибудь найдет, еще раз послушает. Но это все пища для размышлений. Это я рассказал про полезно, про какие-то нутриенты. Вот это вы должны, когда вы будете прочитать какие-то этикетки, вы будете знать, вместо этого можно использовать это. Сейчас пора, когда можно собирать пищевые растения, но вы должны сейчас знать, что лекарственные растения, они в основном витамины. Почему и они называются лекарственными? Потому что их надо использовать дозированно. Есть пищевые травы, как полынь надо иметь, как сусак, как ложь полевой, как и другие травы, пряности, которых можно использовать для пищи. Но нужно запомнить. Я вот сегодня показал, как ее посолить, как использовать кислые ягоды, как использовать сладкие ягоды. Но мы, когда делаем первые блюда, супы или жидкие, тогда мы все равно можем чуть-чуть добавить соль. Да? Но при том лучше использовать ядерный соль. Да? Но для вторых блюд эти ягоды чувствуют. Таким образом мы будем все меньше и меньше употреблять соль и сахар. И мы привыкнем, наши дети привыкнут, что уже можно обойтись без этого. Потому что измененный сахар, измененный соль мы все равно получим. Или через хлеб,
То есть или через другие выпечки, или готовые блюда. Поэтому вот это я все рассказываю, чтобы вы все запомнили и для себя сделали какие-то выводы. И можно это использовать в бизнесе, можно использовать у себя, можно использовать и когда обучающую программу ведете, и можно использовать ее, как вы сами вот хотите. Ну, если у кого был вопрос, да, по чату, то я вот сейчас далеко стою от компьютера, да, поэтому я вот есть немножко вопросы задали, мне кажется, да. Кто-то говорят, что нестабильность связи. Ну, я думаю, что хоть что-то, наверное, поняли и видели. Поэтому, сейчас связь такая, я извиняюсь за это, но это была попытка выйти из дома, да, перед самоизоляцией. Нету никаких, вот простой ноутбук стоит, я там настроил, подстроил, как удобно я стол положил, и вот таким образом я сегодня вам рассказал и показал. Наверное, вот красные сигналы выходят, это говорит о том, что нестойкая связь, да? Поэтому, время уже подошло. Я вам желаю, чтобы еда, которой мы пользуемся повседневно, надо использовать ее с умом. А сейчас настало время, летняя пора, наступит осенняя пора, надо запастись. Надо запастись, делать приправы для себя, надо высушить травку, можно высушить ягодные листья, которые можно собирать после того, как вы собрали ягоды. Поэтому все эти заготовки надо сейчас сделать, и потом всю зиму надо чаевничать, готовить вот такие блюда, и все, чтобы все было полезно, и все было вкусно, и все было для вас, для нас всех доступно. Вот желаю вам быть всегда оптимистом, и в конце хочется сказать, что сейчас берегите себя, берегите близких, берегите всех и соблюдайте все правила, то, что касается профилактики этих инфекций. Спасибо всем. Пишите в чате, пишите по WhatsApp, если вопросы есть, я отвечу. Это была первая попытка. Если что-то было не так, не видно, не слышно было, но мы это исправим. Надеюсь, это еще раз выйдем. Спасибо, что бизнес-центр, вот они предложили, и вот таким образом организовали.